Здравствуйте, друзья! Я Болян Сырис. В Мордовии эрзянский язык преподается в редких школах со 2 по 4 класс и предмет вариативной части учебного плана. С 5 по 7 чаще всего внеурочная деятельность, после 7 ничего. Нынешнее добивание языка не начало истории. Мы обязаны помнить, как все это было. Это помогает понять и то, что случилось, и то, что еще можно сделать. Действие первое. Школа на Эрзянском. В 20-30-е годы прошлого столетия в стране шла коренизация, и эрзянский был не предметом, а языком обучения. Дети эрзянских сел учили арифметику и природоведение на эрзянском. Строилась целая индустрия, литературная норма, первая языковая конференция, учебники и целая сеть педагогических училищ по всей стране, от Саранска до Петровска, Лукаянова и Стерлитамака. Они готовили учителей эрзянского языка. Говорят, что их было около 15. Эту сеть запомним. Она показывает, что именно считается нормой, когда школу на родном языке строят всерьез. Действие второе. Демонтаж. Со второй половины 30-х, после уничтожения национальной интеллигенции, образование на нерусских языках за пределами национальных автономий было отменено. Внутри Мордовии школа на родном языке продолжалась дольше, но в 1958 союзный закон дал родителям право выбора языка обучения. Формула, которую стоит запомнить дословно, мы ее еще встретим. И уже со следующего учебного года обучение на Рязанском и Макшанском сократилось с 7 классов до первых 3. К началу 70-х в Мордовской АСР еще работала 391 национальная школа, и училось с них 77 тысяч детей, 37% школьников республики. И из этих школ 156 были эрзянскими, и в них училось 36 тысяч учеников. Треть школьников в национальной школе. Сегодня это кажется фантастикой. Действие третье, о котором почти забыли. Эксперимент с обязательностью. Мордовия приняла крутое решение, и с 2006 года изучение эрзянского или макшанского языка стало обязательным для всех школьников республики, независимо от национальности. Скептики пугали протестами и перегрузками. Но опасения скептиков не подтвердились. В негативной реакции вскоре сами себя исчерпали. Показательные результаты анкетирования в одном из третьих классов. На вопрос, нравится ли тебе изучать эрзянский, положительно ответили 23 ученика из 29. Среди них 5 татар, и ни один не ответил «нет». Зато среди их родителей мнения раскололись. 8 за, 10 против и 8 затруднились. Дети приняли язык легче взрослых. Действие четвертое. Разворот 2018 года. Федеральный закон сделал изучение родного языка добровольно-заявительным, и Мордовия перевела его в вариативную часть учебного плана, которую каждая школа формирует сама. Обязательность, доказавшая свою работоспособность, была отменена не потому, что не сработала, а потому что сработала логика 1958 года по тем же лозунгам «право выбора». Язык. Если ты изучаешь родной язык, это вдвойне просто сильнее для любого человека. Я бы очень рекомендовал всем этим заниматься. Не зря мы приняли программу развития мордовских языков и культуры. Она касается и рязанского, и макшанского, и шахшанского языков. И мы эту работу будем продолжать. А вдоль дороги мертвые с косами стоять. И тишина. Барехня. Сегодняшняя официальная формула звучит гордо. Эрзянские и макшанские языки изучают дети во всех школах республики. И она даже в чем-то правдива, если не спрашивать, как именно изучают. А под официальным репортажем о том, что языки изучают во всех школах, читатель оставил комментарий, который мы приведем как кредо мордовской власти. Пусть мордва изучают свой язык, заставлять других нельзя. Действие пятое, невидимое из Саранска. Диаспора. Большинство эрзян живет вне Мордовии, но точной статистики по ним нет. Перепись считает эрзян и макшан как одну мордву, а оценки активистов заметно выше переписных. По этим оценкам картина одна. В Самарской, Пензенской и Ульяновской областях, крупнейших очагах диаспоры, язык можно изучать лишь в считанных школах на регион и только как факультатив на 1-2 урока в неделю. А в Татарстане, Нижегородской области и Чувашии таких школ единицы.
Учебники есть. В 2010-2012 годах в Мордовии выпустили 64 учебника макшанского и эрзянского языков для всех классов. К этому сегодняшнему новому учебному году в школы приходят новые эрзянские учебники для 5-9 классов. Активисты доказали, что возможен даже учебник физики, написанный на эрзянском. В саранских вузах готовят учителей родного языка, работают курсы повышения квалификации, учителя эрзянского побеждают в конкурсах, как Ольга Дорофеева из Саранского центра образования Тавла, дошедшая до всероссийского финала конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Все это честная работа честных людей внутри конструкции, которая устроена так, что их предмет кончается в 4 классе. Ни одной школы с обучением на эрзянском не существует, все только по-русски. Выводы и прогноз. История эрзянской школы не плавный упадок, а 3 рукотворных перелома: 1938, 1958 и 2018. Причем последние 2 сделаны одним и тем же инструментом – правом выбора, предоставленным в условиях, когда все стимулы указывают только в одну сторону. Но история хранит и доказательства обратимости процесса. Коренизация показала, что школу на эрзянском можно выстроить за десятилетия, а эксперимент 2000-х, что обязательный эрзянский в классе принимают даже дети других национальностей. Отсюда главный вывод. Российская Федерация по своей конституции взяла на себя ответственность за обеспечение права на образование на родном языке. Но эрзяне и другие народы реализовать это право не могут ни в университете, ни даже в школе. Испания, например, не федеративная республика, а монархия. Но у басков есть университет с преподаванием на баскском языке. У эрзян нет ни одной школы с обучением на эрзянском. Речь идет, стало быть, не о кружке и не о доброй воле отдельной школы, а о невыполненном конституционном обязательстве государства. Единственный выход – вернуть эрзянам равные с русскими возможности в образовании. Тоже право на школу, вуз и профессию на родном языке, какое есть у русского языка и у тех, кто на нем говорит. Мы будем и дальше говорить на школьную тему, а родителям, стоящим перед выбором родного языка, напомним, у этой графы есть история, и ваш выбор в ней – единственное, что система не может сделать за вас. Друзья, эти и другие интересные материалы есть на сайте нашей газеты «Эрзянь Мастер» и в новостях словаря Валкс. Заходите, читайте, не будьте равнодушными. Вместе спасем эрзянский язык от полного исчезновения.